Абзера Шимазад, Хатурзку Езез Яхя, Хара Ямтануту Хасиез, да политика партия Амцахара имя Пнаго, Ачушха Ахяла Шурхва, Дара Дедудзани Табуб Хашас Ходзиги, и Иқаз Дурвайт Артавим Шхымш Пшимш Мчебжик, Айхабыра Дара Зиздырам Езит Шоха, а милиция от расы энергила на рейд куацо тревога рыла рхо а брюза тагила за ашо обнаски шариш боза рабха бабрисот сети хазахзуачо а провокация призыв ку хала рыжваз ари амцахара винас власти ртахуб анна ртахуб хара а политика чо Дорогие друзья, уважаемые делегаты и приглашенные на очередной съезд политической партии Амцахара, вы, наверное, обратили внимание, что несмотря на формулировки повестки дня всех последних съездов Амцахары, суть проблем, которые мы выносим на обсуждение, одна и та же. Тяжелейшая социально-экономическая ситуация в стране, деградация власти, раскол в обществе, ставший результатом деятельности президента Хаджимба и без конца меняющейся так называемой его команды. Вы не найдете другой такой страны, где каждый год меняются премьер-министры без объяснения на то причин. В политике так бывает. Революция поглощает своих детей. А когда эта так называемая команда рвалась к власти, она обещала народу немедленные глубокие реформы, счастливые перемены, полные холодильники, работу, высокую зарплату и достойную пенсию. Она обещала все это на второй же день, а за каждого новорожденного платить деньги из бюджета. И эти счастливые перемены, как нас убеждали на выборах, осуществит большая команда профессионалов, новых чиновников, честнейших и самых прозрачных. А им в помощь будет самая длинная в мире скамейка запасных специалистов, которым прежние плохие власти, в кавычках, не давали работать, управлять государством. Какой итог мы имеем сегодня? В результате непродуманных шагов у нас нерешенные вопросы стратегического характера, которые влияли бы на нашу экономику. Абхазия оказалась с нулевой экономикой, тяжелым социальным положением граждан, энергетическим кризисом и расколотым обществом. Зато у нас есть закон о моратории на инвестиции в национальную электроэнергетическую систему по инициативе так называемых перспективных молодых специалистов. Но кто объяснит, зачем нужно было принимать закон о моратории, если уже сегодня мы слышим обратное? Цитирую: «Наша энергосистема пришла в упадок и нуждается в инвестициях, инвестор уже готов, и это Российская Федерация». Заведомо зная тяжелое состояние дел в нашей энергосистеме и что это состояние нас приведет к поиску инвестиций, власть приняла ограничительные законодательные меры. И вот налицо так называемая дальновидная прагматическая политика. Новшества в налоговом законодательстве привели к резкому падению внешней торговли, бесперспективности развития сельхозпродукции и вообще к убыточности предпринимательства. Низкий уровень в развитии здравоохранения. Зато есть устойчивое убеждение граждан республики о коррупции в этой области и знание цен на операции, рождение ребенка и так далее. Тогда как в Абхазии медицина признана бесплатной. Пенсия не повысилась ни на 1 рубль, зарплата не индексируется, а рабочие места сократились из-за бездарной вредительской деятельности властей. С каждым годом сокращается число абхазских студентов, поступающих в российские вузы, потому что власти разрушили прежнюю систему отбора и установили личные правила. Напомню, что в июле 2015 года
распоряжением Хаджимба была создана Государственная комиссия по вопросам инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как было указано в документе, Госкомиссия создана в целях выработки мер по улучшению социального положения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ее возглавил соратник и один из главных критиков предыдущей власти, вице-президент республики, и, кстати, сам ветеран войны, к которому на съезде, проводимой партией АПСН, обратился один из выступающих ветеранов с просьбой о том, чтобы власти наконец-то выплатили трехмесячную зарплату мастерам, которые изготавливают им протезы. Просто стыд и позор. Уважаемые инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, скажите, пожалуйста, как улучшилось ваше социальное положение? Какая программа оказания вам медицинской помощи была принята с августа 2014 года после известных событий? Сколько раз эта комиссия и сам президент собрали вас за эти годы и спросили, как вы существуете? Может быть, вам оказывается финансовая помощь для лечения? Может, для вас создали рабочие места? Может, вам установили достойную пенсию? Или кто-то из инвалидов первой группы уже получает с 1 января текущего года 20-тысячную пенсию, которая была принята постановлением Кабинета министров? Уверен, что нет, ввиду отсутствия денежных средств на эти цели. Скажите, может быть, мы этого не знаем и надуманно обвиняем власти, а в реальности вы стали жить лучше. Обратимся к криминогенной обстановке. Катастрофическая ситуация в этой сфере привела не к реформам правоохранительной системы, а к созданию нового ударно-штурмового подразделения для борьбы и использования его в дальнейшем, на наш взгляд, в политическом противостоянии. Это при том, что в республике существует ОМОН и спецподразделения ЦСН. Это не наше утверждение, это наш прогноз. Но российских инвесторов почему-то не успокаивают эти обстоятельства, конфликты и с ними растут тоже. Поток туристов ежегодно сокращается, потому что власти не могут обеспечить их безопасность и комфортный отдых. Это все не беспокоит президента. Ему не дает покоя только оппозиция. Видимо, президент надеется, что боевые отряды прикроют его крайне неблагополучное для страны правление. В этом он глубоко ошибается. Лучше бы задумался, почему за 10 лет своей оппозиционной борьбы он так и не смог сформировать качественную, профессиональную команду единомышленников, и почему они от него бегут с самого начала захвата власти. Ему трудно понять, что они никогда и не были единомышленниками. И к чему пришел сегодня народ с этой властью? Новый старый премьер-министр со старыми членами правительства, 4-й за 4 года, который сообщил народу на представлении с рядом сидящим президентом, что он его уговаривал 3-4 дня. И наконец-то уговорил. Еще было сообщено в интервью премьер-министра, что на этом посту он ненадолго, и скоро он возвратится в торгово-промышленную палату. Вот так, дорогие друзья, все легко и просто у нас. Уважаемые делегаты, как вы помните, в январе 2015 года была создана комиссия по конституционной реформе. Прошло 3 с лишним года, но вместо реальных итогов работы в этой области мы видим, что тема практически забыта. Власти не хотят никаких изменений в системе государственного управления. Они в свое время скормили обещаниями избирателей, немного побарахтались, в самом начале изображая бурную деятельность, и тихо прикрыли тему конституционной реформы. Какие еще реформы реализованы или активно внедряются с 2014 года? Никакие. Если власть считает увеличение заработной платы судьям и увеличение срока их пребывания в должности от 5 до 10 лет реформой, в полном понимании этого слова, то мы убеждены, что она не понимает значение этого слова.
Посмотрите, сколько и какие указы подписал Хаджимба с момента, как он стал президентом. Всего с января по май этого года подписано 145 указов, согласно официальному сайту президента. Из этого числа 99% это указы снять назначить, 1% это указы наградить присвоить. Если ознакомиться с документами на сайте президента, то становится ясным, что за все время правления Хаджимба с 2014 года по май текущего года более 90% подписанных им указов – это раздача орденов, медалей, воинских и почетных званий. Оставшиеся проценты указов – это кадровая чехарда, то есть снять назначить. В сфере экономической политики один указ о мерах по упорядочению налично-денежного обращения подписан в прошлом году. В сфере общей социальной политики ни одного решения президента. Обратите внимание, что за эти 4 года из 1385 указов ни один из них не направлен на поддержку материнства и детства, на индексацию пенсий, на конкретную помощь инвалидам и ветеранам войны. Не подписан ни один документ президента, в котором обозначены меры и способы улучшения в сфере здравоохранения, образования, развития предпринимательства, обеспечения новых рабочих мест, инфраструктурного развития. Такие указы Хаджимба не подписывает, хоть и не перестает постоянно повторять, что он построил самодостаточную экономику. Получилось так, что институт президента превратился в лавочку сувениров и сюрпризов, где раздаются погоны, звания и появляются неожиданные и бесперспективные кадровые решения. Только при Хаджимба в нарушении законодательства сначала назначают министров и руководителей центральных органов власти, а потом под них подгоняют структуру кабинета министров. Почти весь состав правительства уже назначен, а никто в глаза не видел еще указа о структуре кабинета министров. Такого указа еще нет в природе. Только при президенте Хаджимба освобожденные чиновники различного уровня за провал в работе могут поощряться. Разве не провалом в работе в целом кабинета министров является то, что до сих пор парламент не принял исполнение государственного бюджета за прошедший год? Или в реалиях абхазского политического Олимпа установились свои критерии оценок? Видимо, масштабы катастрофы властям кажутся пока не столь великими. Власть молчит и по поводу грузино-российского соглашения о контроле над перемещением товаров и грузов через границы Республики Абхазия. Это очень удивительно, потому что буквально недавно подписан контракт со швейцарской компанией для практической реализации этого соглашения. Помните, какую историю поднимали эти господа в связи с данным соглашением, когда сами были в оппозиции. Им сейчас неудобно об этом вспоминать, понятное дело, а мы не забыли. Поэтому мы хотим услышать четко и ясно, какова их сегодняшняя позиция, когда контракт без участия Абхазии уже подписан, что думает сейчас бывший оппозиционер вроде президента страны и его соратники. Не должны ли они объяснить нам свою позицию по поводу того, что швейцарская компания по требованию Грузии встанет скоро у наших границ и будет контролировать весь грузопоток? А может, за эти 4 года в конституционном названии нашего государства появилось еще одно предопределенный транспортный коридор? Оказывается, рулить оппозиционным ФНА – это не то же самое, что руководить государством. Уважаемые делегаты и гости, а вам не кажется странным, что все, кто вместе с Хаджимба захватывал власть, обещая простым гражданам страны рай на земле, а потом, разочаровавшись в своем капитане, сейчас тоже тихо сидят, ничего не комментируют, заняли позицию испуганного страуса? Им таким красноречивым разве нечего сказать? Они не могут объяснить, почему столько лет врали простым людям, а потом не смогли ничего нормально сделать. Наверное, готовятся к новым президентским выборам с новыми лозунгами и новыми разоблачениями прежней власти.
Их песни наше общество еще услышит скоро. Потому что эти люди уверены, что за мешок муки и сахара можно купить простого избирателя. Можно привычными оборотами речи в очередной раз обмануть их пустыми обещаниями. Это мы прошли, и с этой властью все ясно. Нам надо думать о том, когда и с какой командой исправлять ситуацию в государстве, пока она совсем не развалилась. Уважаемые делегаты съезда, в последнее время наметилась тенденция к сотрудничеству разных политических партий и общественных движений по вопросам развития ситуации в стране. В этих консультациях принимают участие и организации, в основном представленные ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Есть и такие общественные структуры, которые либо раньше были лояльны действующей власти, либо сейчас занимают умеренно критическую позицию. Между нами существует полное взаимопонимание по некоторым важным вопросам, но есть и пока не согласованные позиции. И это нормально. Например, не у всех одинаковые взгляды по политическому устройству страны, другим структурным вопросам. На что я считаю важным прежде всего, это сам цивилизованный диалог между различными общественно-политическими силами. Мы говорим, обсуждаем, пытаемся согласовывать противоречия настолько, насколько это возможно. Главное, что мы никого не призываем и не побуждаем штурмовать президентский дворец. Мы не собираемся ломать окна и захватывать правительственные здания, как это сделала нынешняя власть, при этом растоптав Конституцию. Мы убеждены, что есть и другие методы воздействия. И она переживает, что ее саму также выдавят из кабинетов, как она сделала это с предшественниками в 2014 году. Но мы не они. Мы уверены, что против лома есть приемы. И только необходимость укрепления абхазского государства и его цивилизованного развития определяют наши методы политической борьбы. В связи с этим Амцахара считает целесообразным продолжение консультаций с другими политическими партиями и общественными движениями не только по вопросу мирной смены власти без штурма зданий, но и по важнейшим вопросам государственного развития. При этом не является предметом дискуссии следующее. Во-первых, реформа исполнительной власти. Мы считаем это необходимым в первую очередь, и мы уверены, что ее можно осуществить в течение одного и ряда других лет. Реформа исполнительной власти путем структурной оптимизации, упразднения неоправдавших себя и неэффективных звеньев между президентом и кабинетом министров обозначена в программе нашей партии. Во-вторых, это подразумевает и реформу всей системы государственной власти, установление разумного баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, согласование кандидатур на ключевые должности в правительстве, вынесение вотума недоверия Кабинета министров и распуска парламента. В-третьих, партия Амцахара выступает против изменения государственного устройства Республики Абхазия путем перехода к парламентской форме правления, поскольку считает ее опасной для неокрепшего государства. Более подробно об этих принципиальных позициях нашей партии сказано в программе. Что касается других сфер жизнедеятельности государства и общества, то, несмотря на выработанные в той же программе партии позиции и подходы, мы готовы обсуждать с коллегами для определения наиболее сбалансированных решений. Это касается определения подходов к решению экономических и социальных проблем, пенсионного обеспечения и системы здравоохранения, развития транспортной инфраструктуры и комплекса вопросов, прямо или косвенно формирующих инвестиционный климат в стране, развития граждан общества и политической системы в целом. Считаем важным и полезным обсуждение нашей позиции относительно финансовой политики в целом и ее реформы. Одним из важных этапов, которой должна стать консолидация государственных внебюджетных фондов. Кроме пенсионного фонда, в бюджетную систему и повышение эффективности их управления и использование средств качественное бюджетное планирование, что и преследует целью достижения финансовой устойчивости государства. Мы также готовы обсуждать разные подходы к формированию налоговой политики,
как важнейшего механизма поощрения развития предпринимательства, внешних и внутренних инвестиций. Серьезнейшие проблемы испытывает образовательная сфера. Старая система в этой области привела ко многим взаимосвязанным сбоям, и мы готовы сверить наши позиции с позициями коллег из других общественно-политических организаций. Для всех очевидно, что нынешняя власть не приложила ни малейших усилий к социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями. Такое пренебрежительное отношение к своим согражданам нетерпимо. У нас есть свои взгляды на решение этой проблемы, но если другие участники диалога также проявят инициативу по поиску и определению механизмов реализации этой важной государственной задачи, то Амцахара открыта к таким идеям и предложениям, которые бы легли в основу политики новых властей. Мы готовы дискутировать по вопросу правового статуса граждан грузинской национальности, проживающих в Гальском, Тхорчальском и Ачимчирском районах, которые стали заложниками глупой и опасной политической авантюрой нынешних властей. При этом еще раз подтверждаем, что у нас имеются достаточно веские аргументы против проводимой ныне политики в отношении этих лиц. Амцахара не уходит от обсуждения сложных проблем и не боится высказывать свою точку зрения, чего бы они ни касались: статуса граждан грузинской национальности, закона о государственном языке, перспективной добычи углеводородов, возможного решения вопроса недвижимости и тому подобное. Если мы стремимся быть властью, то мы готовы открыто их обсуждать и высказывать свое мнение. Нас радует, что все больше молодежи вовлекается в общественные организации, выбирая правовую форму участия в политических процессах. Это правильнее, чем ломать окна в администрации президента. Надо помнить, что если ты в будущем стремишься таким образом занять в этом или соседнем здании кабинет, то через некоторое время найдутся те, кто захочет таким же способом выгнать тебя из этого помещения. Молодые люди должны учиться, должны работать, приобретать квалификацию и наращивать профессионализм. Они должны влиять на политические процессы. Это однозначно. Скажу вам прямо, что когда от них исходит критика в адрес взрослого поколения и в адрес ветеранов, то в определенных случаях я считаю эту критику справедливой и чувствую нашу вину за то, что не все сделано правильно. Но я уверен и в другом. Дорогие друзья, получение диплома не означает получение достаточных практических знаний, чтобы руководить страной. Тут главнее всего опыт, который приобретается на работе, а не просто диплом. Будущий руководитель должен расти, он должен быть на 2 головы выше тех, кем руководит. Мы же видим результаты работы так называемых менеджеров нового типа. Давайте еще раз посмотрим на те отрасли, куда с 2014 года нынешняя власть назначала руководителей без определенного опыта. Поэтому мы убеждены, что самое лучшее решение в кадровой политике – это сочетание молодости, образованности и опыта работы старшего и растущего поколения. Если самое главное достижение моей жизни – это только диплом о высшем образовании, то это не дает мне права обвинять во всех грехах того, кто половину сознательной жизни трудится. Лучше начать с себя. Когда молодые говорят, что груз старых чиновников тянет нас назад, не забывайте, что одна только молодость новоиспеченных чиновников ни на шаг не продвинула нашу страну вперед за последние 4 года. Поэтому я хочу сказать, что не стоит горячиться, а тем более спешить в политике, а надо просто быть объективными, серьезно, слаженно вместе работать. Государство для того и создается, чтобы новые поколения его укрепляли, развивали, готовили почву для следующих поколений. 2 года назад оппозиционными силами был создан блок, а далее союз, лидером которого мы все путем голосования обозначили Аслана Бжани. При этом мы, я вам честно скажу, это я просто читаю, чтобы не отвлекся и не забыл даты и цифры, а на самом деле это так. Нам это было самим интересно, поэтому при этом мы как ветеранская организация
должны были знать точно, и для нас это принципиально важно, чтобы не говорили, что ветераны, кого поддерживали, кого будете поддерживать, кого вы к себе привлекаете. Пусть кто это говорит, спросит о героических достижениях своих кандидатов. И кого поддерживали, и кого собираются поддерживать. Это будет правильнее и лучше. Мы должны знать точно, и для нас это принципиально важно, о деятельности Аслана Бжаня в период Отечественной войны народа Абхазии. С этой целью группа ветеранов встретилась с генералом Астамуром Тарба, бывшим руководителем службы госбезопасности. Исходя из информации, озвученной генералом Тарба, выяснилось, что в период войны с осени 92 по сентябрь 93 года Бжаня служил в органах безопасности и находился в Абхазии. Решение о выезде из Абхазии с конца сентября, 27 сентября, если быть точнее, Бжаня принималось его руководством Берулава и Тарба, и обусловлено это было мотивами служебной необходимости. Более точные формулировки и подробная информация ввиду специфики работы органов безопасности не могут быть просто озвучены. Аслан Бжаня уволен из органов безопасности 10 декабря 1999 года приказом генерал-майора Тарба. И мы призываем всех прекратить спекуляции на эту тему. У некоторых специалистов, в кавычках, по обеспечению безопасности появляются вопросы, почему Бжаня в 2010 году был назначен на должность председателя СГБ. Ставим в известность, что такое решение принималось в том числе и с учетом его биографии специального образования. Мы хотим провести некоторые факты результатов деятельности Аслана Бжаня на посту председателя СГБ для тех, кто никак не хочет услышать. Это раскрытие покушения на жизнь Александра Амхваб, в бытность его вице-президентом, а затем президентом, раскрытие убийства российского дипломата Вишнерева, разоблачение 3 диверсионно-разведывательных групп, раскрытие убийства Климантовича и Скоредневой, разоблачение ваххабитской группировки, работа в штабе по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи и как признание его успешной деятельности по обеспечению безопасности во время Олимпиады награжден орденом дружбы от президента Российской Федерации. Мы просили бы напомнить оппонентам, кто из руководителей ведомств Абхазии, чиновников, был удостоен такой награды не в период различных юбилейных торжеств, а за конкретные положительные результаты и оперативной служебной деятельности. Мы просили бы всех распространителей ложной и негативной информации о деятельности Аслана Бжаня в период Отечественной войны с Абхазией с целью дискредитации его на политической арене не вводить в заблуждение граждан страны.